Включение из дороги на звездопад воспоминаний. Продолжаем наш маршрут сегодняшний. Уже проехали 30 километров. Со звездопада воспоминаний будет 55. А без звездопада, если поехали на Орджоникидзе через горы, там было бы 43. Вот так вот. Вот такие делишки по километражу. Ну тут особо, как бы, если вот выезжаешь в 6 часов, тут много километраж, большой километраж не сделаешь. Что тут получается вот у тебя? 3 часа, да? 3,5. Ну и хочется ж не гнать, как вот бешеный, а потихонечку ехать, наслаждаться. Вот, если после 6 выезжаешь 55 километров, еще как-то более-менее, да, можно сделать. А если вот после 4, ну там с 5, к примеру, то можно сделать 60 километров, 65 там. Вот такие дела. Кто это на дырчике стал? 2 шлема. Куда-то пошли пешком. Местный не посмотрел. Да, сейчас, а что, местные тоже могут вечером, если после 5, сесть и погнать куда-нибудь, прокатиться, не дома сидеть. Кто на набережную, кто в кафешечку, кто там куда-нибудь прокатиться вот так на звездопадик, там куда-то там в сторону там Судака. А что, даже сел, поехал в Судак, погулял там вечером, сел, приехал назад. Офигенно. Ну, если так, не сильно далеко ехать, то это только в Судак, потому что дальше уже более-менее это Алушта. А до Алушты так прилично ехать. Сколько? Часа сколько? Ну, часа 2,5-3 ехать. Фу. Погнали! О, красота! Лепота! Красота, лепота! Он, кто едет уже назад, а кто только едет на звездопад. Самое популярное место в районе Феодосии. Больше тут ничего такого нету. Куда можно так сесть на машине и поехать. Розовые розы.
Ориентация север. О, класс, ветерок такой. Офигенно. Да, такая дорога офигенная. Здесь даже на шоссейнике можно с Феодосии и до звездопада воспоминаний. Сожгли с Феодосии, вот можно такую круговую делать, тренировочку. Дорога сейчас классная везде. Сел и погнал. Одноклассницы твоей, моей, розовые розы. 20:53. Ну да, в 9 будем на месте. Ну, может, в 9 там с копейками. Север. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ветер, кайф просто. Ла-ла-ла-ла. Я север. В этот раз мы по трассе будем жарить сало. Жарить сало по трассе будем. Сейчас пойдет подъем. Подъем, 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 подъем. Погнали, погнали. Подъем пошел. Еще круче, чем был. Давай, 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 давай. Жарим сало на подъеме. Ночь, ночь. Ночь накрывает. Накрывает.
Давай, 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 давай. Жарим сало. А тут можно сбавить скорость. Не спешить. Ночь, 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 ночь накрывает. Еще кто-то едет сзади. На звездопад. Заморили. Я еду и все, блин, едут. Ну не все, но едут, блин. О, вот некоторые уже спускаются. Хорошо, меньше народу, больше кислороду. Ой, там две машины, блин, едет. Обалдеть. Заморили. Фу. Заморили. Фу. 450 метров звездопад воспоминаний. Самая высокая точка в районе Феодосии, Коктебеля и Орджоникидзе. Выше ничего нету. Выше только уже в старом Крыму там. Как она там называется? Это гора. Забыл, блин. Ну, там, в общем, вот сейчас покажу. Вот там вот. Вот там есть, да, 600, по-моему, с копейками метров. А здесь только вот самая высокая, это здесь 450 метров. Ну, может, на Карадаге еще какая-то гора есть выше, но не знаю, не знаю. На Карадах я ни разу с экскурсией не ходил. Даже и не знаю, есть выше или нету. О. Так что вот такие делишечки. А мы уже подъезжаем к звездопаду воспоминаний. Фу. Думал, кого-то раздавили. Фу. Рано выключил фары. А сзади он догоняет меня. Меня догоняют сзади. Пытаемся оторваться от них. Фу. На Лексусе. Давай поворачивай уже куда-нибудь на Лексусе. О, сворачивает. Молодец. Фу. 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 О, отлично. Отлично. Все, пойдем спрыгнуть по скале. О да, разбежавшись, прыгнув со скалы. Раньше сюда, ага, не так добраться было просто. Раньше просто все хотели сюда попасть, не без вариантов. Раньше горы бежать, заезжали. Ну вот такой вечер здесь сегодня. Спереди вот гора, вот я бываю, гора.
океан воспоминаний. Спускаемся и едем в Орджоникидзе. Красота, ляпота. Высота 450 метров. О, как хорошо вечером катнуть так. Ветерочек, да, кайф. Закатик такой, легкий закатик. Ох, прохладный даже ветерок. Да. Не, здесь дорога кайф вообще. Просто кайф. Едешь и кайфуешь. Получаешь удовольствие от такой дороги. А раньше здесь 2 или 3 года, нет, по-моему, 3 года назад была дорога такая паршивая здесь. Это ее сделали вот новую. Для машины едут и едут, капец. Вот дают. Ну да, все хотят на вечерний посмотреть звездопад воспоминаний. Вон, красота вон такая. Да, красота, ляпота. Хоть даже это не так далеко, но все равно есть куда поехать, посмотреть. Но тут на самом деле получается вот Феодосию брать, если все идет в сторону Судака, ну в ту сторону. Вот. Коктебель и пошло дальше. Курортная, Щебетовка. Все как бы красоты идут в ту сторону. Если брать с Феодосии в сторону Керчи, то там только пляжи. Там больше как бы ничего такого как бы интересного нету. Пляжи только. Пляжи, скалы. Там гор как бы нету. Там больше чисто так, почилить на пляже, скажем так. Фух, хорошо. Ну так, блин, жарко, все равно ветер такой теплый. Ну это ж лето. Лето это кайф, да, даже жарко. Не, ну смотрят тоже, если 35-36 градусов, конечно, это не кайф вообще. Это либо надо целый день находиться на море под навесом, постоянно купаться, либо сидеть дома под кондиционером. Вот. Так что как-то так. Ну, уже было, да, 35
30 была, жара. 35 градусов было уже. Вот. 35 было, да. Фу. Уже кондеры включали. Все окна дома открываешь, не помогает нифига вообще. Уже приходилось включать кондер. Только под вечер начинает дуть ветерок, если все окна подкрываешь с разных сторон. И оно продувает как бы. А так нифига. Хоть как не это, нифига. Жара и все. Фу. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Сейчас будет спуск. Сейчас включим дополнительное освещение. Не, вот сейчас вообще кайф просто ехать. Просто, блин, ветер такой классный. В футболке, в шортах, такой кайф, блин. Да, лето, блин, это маленькая жизнь. Наслаждаться надо каждым днем. Ух, хорошо. Что там, никого там сзади? Кто-то тут свой тырчик оставил. Уехали. Или еще стоят. Не видно пока. А, нету, все. Уехали. Сейчас мы тут припаркуемся, включим свет еще один. О. Чтоб нас было хорошо видно. О, все, погнали. Нету там никого. Но свет у нас мощный вообще. Две фары по 800 люменей. 1600 люменей. Получается. Погнали на спуск. Мопед здесь. А где же эти туристы? Пошли, наверное, гулять куда-то вверх. Не захотели мопедом ехать. А то, что там дорога плохая. Сильно тоже топить не будем. Полтинник нормально. Можно, конечно, 60 разогнаться, но зачем? Это ж не трехколесный мотоцикл или четырехколесный, а все-таки два колеса. Тем более вечером
Надо съездить поаккуратней. То всякие ежики бегают, зайчики, ежики. Машина едет, блин. 3 машины даже. Давайте быстрее, блин. Мне сбавлять скорость приходится из-за вас. Ну давай, блин, поднажми, ля, еле едут, блин. Обгоняет их он, чувак. Капец. Какой-то чувак, он еле едет. Сейчас я его буду тоже обгонять. Поднажми, брателла. Все, свернули на Коктебель и погнали в сторону Орджоникидзе. My dreams. Все, сейчас на Орджоникидзе сворачиваем. Сзади никого пока. Показывают на Орджоникидзе 7 километров, но что-то сомневаюсь я, что 7. Блин, машина едет. Еще одна, да ёпсель. Еще одна. Ну все, погнали. Погнали в Орджоникидзе. Ух. Фига себе, летают всякие паразиты. Пчелы всякие.
Погнали, погнали, подъем, 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 подъем. О, тут прохладненько так, свеженько. Давай, 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 давай. Работай, работай. Подъем, пошел, пошел, пошел. Да. На подъем 34. 32. Да, на самом деле по асфальту на турбо не ощущаешь подъемы. Ну, едешь себе и едешь как бы так. Особо не это. Нет напряга. А вот в горах подъемы, вот там, да, ощущаешь, потому что там сыпуха, щебень, камни. А тут по асфальту что, едешь и все. Кто-то трезвенит. Заняты мы едем. И извините, абонент, не абонент. Перезвоните через полчаса. Фух. Подъезжаем к любому повороту. Или по-простому тещин язык. Нет, в этом году вот эту старую новую дорогу сделали. Стало просто зашибись. Просто зашибись. Мчим мы по трассе Коктебель, Орджоникидзе. Только здесь еще надо эти им поставить. Отбойники, ну такое, да. Тут что-то они как бы не закончили. Ну, видно, уже сезон начался, уже видно, никто тут ничего делать уже не будет. Уже, наверное, после сезона, ну, может, в сентябре или в октябре там. Тут нам осталось сколько? Километров 5. Или даже, может, меньше уже. Так что до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.